Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, хаумагыз дустар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Что ж, начинаем наш стрим. Давно не виделись, с прошлого года, как говорится. В прошлом году у нас было много различных... В том году у нас было очень много событий, которые, в принципе, я в своем итоговом выпуске подвел, обозначил, рассказал о них, напомнил. Действительно, Республику Башкортостан сотрясали достаточно серьезные, большие такие события, которые стали известны не только на всю Россию, но и на весь мир. О башкирах многие заговорили. Я могу с уверенностью сказать, что тема независимости Башкортостана, тема распада России стала все больше и больше проникать в умы и в массы башкир. Но не только башкир, вообще и жители Республики Башкортостан в том числе, конечно же. Но и многие коренные народы также заговорили о том, что пора избавляться от Москвы, пора избавляться от России, пора избавляться от русского мира. Это правильно, потому что по-другому лично я не вижу никакого выхода для нашего народа. И сегодня как раз я бы хотел поговорить, и тема нашего сегодняшнего стрима, на вопросы я буду отвечать потом. Так вот, тема нашего сегодняшнего стрима так и называется: «Будущее Башкортостана, Россия или независимость». Давайте, прежде чем начать, я вас прошу всех, кто еще не подписался, подписаться на мой канал, ставить лайки, распространять это видео, писать в комментариях и просить других подписаться на мой канал. Чем больше людей будут подписаны, чем больше людей будут узнавать, смотреть эти мои видео, то тем больше будет идея независимости проникать в массы. Вы должны все это понимать, и мы должны совместно работать над этим. Поэтому подписывайтесь, просите других, чтобы они подписывались. Ставьте лайки, это будет помогать этому видео, вообще и другим видео, и каналу моему продвигаться в YouTube. Итак, Башкортостан, если останется в составе России, что будет? Вообще, изначально, чтобы начать, я хочу сказать, что чтобы независимость у нас произошла, чего я хочу, для этого я считаю, что нас 4 миллиона, да, в Республике Башкортостан, из которых 1/3 это башкиры. Но я считаю, что будет достаточно, если 100%, ну не 100, хорошо, 90% башкир будут хотеть независимости, если этого будет достаточно, чтобы Республика Башкортостан стала независимым государством. Если коренной, республикообразующий народ, автохтонный народ будет хотеть независимости, полностью будет стоять именно на позиции независимости, этого будет достаточно, чтобы мы смогли эту независимость обрести. Это, я считаю, так должно быть 100%. Итак, прежде чем сказать о том, нужна ли нам независимость или не нужна, как вообще мы будем жить при независимости, какие у нас перспективы нас ждут, какие перспективы нас ждут, если мы останемся в составе Российской Федерации, давайте сперва еще раз обозначим то, что мы сейчас имеем, находясь в составе этой Российской Федерации, этой страны, этого государства. Я его называю недогосударство. Итак, что мы имеем? Мы имеем то, что наша Республика Башкортостан, которая вроде бы как по Конституции, даже по Конституции Российской Федерации, имеет статус государства, так и прописано, но на самом деле мы являемся обычной колонией, где мы не имеем никаких прав, ни экономических, ни политических прав, ничего не имеем. Достаточно посмотреть элементарно то, что если в 90-х годах, допустим, мы уберем справа и политические права, если в 90-х годах мы, скажем так, сами могли
выбирать себе президента. У нас был президент свой был. Мы могли сами его выбирать, то есть были выборы. Мы сами назначали министров, какие нам нужны. И многих министров, допустим, да, которые так или иначе достаточно хорошо управлялись в своих ведомствах, в своих министерствах, мы помним их до сих пор. Помним таких министров, да, Байдавлетов, да, многие помнят такого, там, Сарбаев, да, премьер-министр. Сегодняшних министров, кто знает министров, там, если перечислить там кого-нибудь, знаете, министр там, здравоохранения, там, министр там, ЖКХ и так далее, никто не знает практически. Потому что они меняются, и они ничего из себя не представляют, они не имеют никакой силы, никакого влияния. Мало того, этих министров нам в большинстве своем ставят из Москвы. Согласование нужно с Москвой. Хабиров, чтобы там протащить какого-то министра на пост, допустим, Министерства здравоохранения, он должен там согласовать это с Министерством здравоохранения Российской Федерации. И так далее. Министр строительства, министр промышленности, министр экономики и так далее. Везде нужно согласование с Москвой. Они рекомендуют, кого порекомендуют, того и ставим. Плюс мы лишились вообще и должности президента. У нас теперь какой-то безликий глава. У нас Конституция была, да, где были прописаны, пусть она не Конституция независимого государства, но в любом случае она была такой достаточно серьезным таким документом, где основополагающим документом, законом, где были прописаны достаточно серьезные такие статьи, которые давали нам много-много прав. Допустим, такая статья была о том, что все недра Республики Башкортостан принадлежат его многонациональному народу. Эту статью убрали. Мало того, сейчас даже прописали, что управлять этими недрами управляется из Москвы. Точнее, из Приволжского федерального округа, который расположен, головной их офис расположен в Нижнем Новгороде. Вот. То есть это о чем говорит? Что мы сегодня не имеем никаких политических прав. Абсолютно никаких. Мы не можем сами выбрать себе президента. У нас нету каких-то политических партий оппозиционных, которые могли бы выдвинуть. Я помню, был такой случай, когда мы от партии «Яблоко» пытались Фаиля Алсынова, скажем так, зарегистрировать, да, на выборах главы Республики Башкортостан. Мы пришли в партию «Яблоко». Тогда партия «Яблоко» была, наверное, единственная партия, которая, она еще была Парнас, но она сказала, что мы, вообще в этом году не будем, в эти выборы не будем никого выставлять. Мы пошли в «Яблоко». Там был такой Хусаинов, он последний, он умер сейчас. И председатель был по Республике Башкортостан, отделение «Яблоко». Пришли, и я его знал лично. Я говорю, давайте от партии «Яблоко» зарегистрируем Фаиля Алсынова. Я вас уверяю, что как минимум второе место вы займете в Республике Башкортостан. То есть даже если мы не победим, если там какие-то нарисуют голоса Хабирову или что-то, в любом случае мы займем достаточно большое место, наберем достаточно много голосов, что в принципе усилит вашу партию в республике. Он, начал сливаться, нет, понимаете, мы уже определились, нам Москва уже сказала, что будет такой-то. Вообще сказали, что якобы будет какой-то парень из-за Уралья. Тоже башкир, якобы так и так. А потом в итоге вышло, что Зульфию Гайсину они продвинули. Вот. Отказали. Но я уверен, что если бы тогда Фаиля Алсынова зарегистрировали бы, это было бы мощным, конечно, мощными выборами, реальными выборами, да, где народ бы реально разделился бы. Но этого не произошло. Так вот, это о чем говорит, что наша сегодняшняя республика, она не имеет никаких политических прав. То же самое с экономическими правами. Нам не принадлежат практически ни одни серьезные крупные предприятия. Их всех скупили олигархи силой, давлением, шантажом, какими-то коррупционными схемами, какими-то рейдерскими захватами. Кстати, Ради Хабиров очень часто промышлял именно рейдерскими захватами, когда он при Муртазе Рахимове возглавлял администрацию.
президента. Очень много предприятий, и юрист его был вот этот вот сегодняшний секретарь Единой России, как его, Александр, помощник, короче, Хабирова был, потом ушел сейчас в Москву, Сидякин, вот. Вот он, короче, был юристом, который оформлял вот эти рейдерские захваченные предприятия. Они очень много каких предприятий, там на пруфах была целая статья, там как они отжимали стекольный завод там и так далее. То есть и сегодня у нас, то есть практически не осталось как серьезных предприятий. Сколько было свекольных заводов, сахарных заводов там, да, очень много. Я знаю, там у нас около 4, там, по-моему, заводов серьезных. Их сейчас нету, их просто захватили и обанкротили. Салават нефтеоргсинтез, да, скупил Газпром, там Башнефть скупила Роснефть. Очень много предприятий, УГМК там, да, скупила, у нас был там, допустим, Учелинский ГОК, который очень хорошо зарабатывал, очень хорошие зарплаты платил. Учелинцев я знаю, у меня как бы много знакомых с Учелинского района, они говорят, что вот, ну, как бы, когда был Учелинский ГОК, зарплата прям была хорошая, город рос и так далее. Сейчас этого нету, все, его скупили вот это вот УГМК и все. Все обанкротилось, и, ну, в том числе и Башнефть. Точно так же практически зарплаты упали в 2-3 раза. Вот, и то есть мы лишились большинства своих самых основных промышленных предприятий. Что у нас? Я помню, что в начале 90-х годов, когда происходила вот эта вот суверенитизация, суверенитет и так далее, были сильные проблемы с экологией. Все помнят фенольную катастрофу. Кто не помнит, я напомню, что у нас в Уфе в 1989 году произошла фенольная катастрофа, когда Химпром, вот это предприятие, которое, ну, очень сильно загрязняло окружающую природу, окружающую среду, и, вот оттуда химикаты попали в воду, в сточные воды водозабора, Уфимского водозабора, откуда как бы берется вода питьевая, и как бы, ну, город питается этой водой. Вот, оттуда попал вот этот фенол, и все, воду было нельзя пить. Очень много было отравлений, целый город был отравлен, вода в целом городе была отравлена. Практически полгода питьевую воду привозили в бочках. Это было вообще мощное такое событие, которое встряхнуло вообще жизнь в этом городе. Люди начали выходить на митинги, 100-тысячные митинги. 100-тысячные митинги тогда проходили, то есть с требованием как бы, да, разобраться в этой катастрофе. Так что, и что сейчас мы имеем? По результату 30 лет нахождения в составе Российской Федерации наша экология только ухудшилась. Улучшения экологии нету. С Химпромом так и не разобрались, вот его как закрыли, это предприятие, и вот там несколько, там сот гектар, вот это химическое, насыщенной химией земли всякой, она шлака вот этого, она как лежала, так и лежит под открытым небом. Ее не убирают. Белые моря, которые в Стерлитамаке, да, отходы от производства пищевой соды. Кама-1, Кама-2, кто не знает, это два огромных подземных резервуара, которые были созданы в результате ядерных взрывов. Под землей взорвали 2 ядерные бомбы, а вообще было 7 взрывов таких в Республике Башкортостан. Вот, самый известный вот это Кама-1, Кама-2, то есть 2 резервуара, которые предназначались именно для слива химических всяких отходов от химических предприятий. Сейчас они практически переполнены. И что с ними дальше делать, никто не знает. Под землей у нас вот целая, можно сказать, химическая бомба, которая в случае чего, если она выйдет, там просочится, как-то выйдет наружу, это будет катастрофа похуже Чернобыля. Экология
в страшном состоянии находится. У нас реки обмелели из-за бесконтрольной вырубки леса. У нас загрязненные и реки, и озера в огромном количестве загрязненные. Экология, воздух, сами знаем, есть такая организация Стерлитамак Дыши, Вадим Искандеров, ее руководитель, они постоянно борются за чистоту воздуха в Стерлитамаке, а помимо этого там еще Ишимбай и Салават, это вот 3 самых загазованных города, где практически постоянно огромные выбросы от заводов, от химических, дышать нечем. Ну, в Уфе то же самое, уфимцы прекрасно это знают. Так что мы имеем, как я уже сказал, не имеем, точнее, никаких политических прав, не имеем никаких экономических прав. Мы имеем загрязненную экологию, которая только еще хуже стала с момента развала СССР. Мы имеем то, что башкиры уже практически 50% не разговаривают на своем родном языке. Мы утеряли целую систему, была разрушена целая система образования на башкирском языке. Если раньше еще при Рахимове было возобновлено преподавание на башкирском языке таких предметов, как там алгебра, геометрия, физика, химия, до 1967 года, там, до 60-х годов, короче, у нас все эти предметы преподавались на башкирском языке. Потом отменили. Потом при Рахимове они снова начались преподаваться. И все точные предметы преподавались на башкирском языке. Сейчас этого ничего нету. Башкирский язык преподается 1 час в неделю. Все. Практически целое поколение вновь, как при Советском Союзе, у нас теряет свой язык. Теряет свой язык. И это страшно, это страшная потеря, если, скажем так, даже при Советском Союзе, на момент развала Советского Союза, у нас все-таки много башкир владело своим родным языком. Почему? Потому что в большинстве своем они жили в сельских, в районах, в своих деревнях и так далее, где были школы на башкирском языке, где была среда башкирскоязычная. То сегодня очень много башкир переехало в города. В городе это такой плавильный котел, который всех, скажем так, ассимилирует, и люди разговаривают на русском языке. Не хватает детских садов башкироязычных, не хватает школ. Школы у нас, которые называют якобы там башкирские, самые знаменитые у нас, да, имени Рами Гарипова, 20-я гимназия на Мустафиной в Уфе. Даже они уже большинство предметов там идет на русском языке. Хотя раньше там это была кузница кадров, которые выпускали там башкироязычных деятелей, которые в совершенстве знали башкирский язык. У меня очень много знакомых, которые закончили эти гимназии, они в совершенстве владеют башкирским языком. Сегодня этого нету, к сожалению. И огромное количество, там имени Мустай Карима, 158-я школа, то же самое. Но даже их не хватает. Даже их не хватает, чтобы туда засунуть ребенка, там это дофига делов, как говорится. То есть имеем что еще? Плюс имеем большую манкуртизацию населения, и мы видим из-за этого, особенно войны, когда огромными толпами башкиры идут воевать за непонятные идеи, за непонятный русский мир, начинают фотографироваться с имперскими флагами. И потом есть люди, которые там, как вот этот Ильтуманов, да, манкурт конченый, там заставляют перефотографироваться с этими флагами. Поэтому в очень печальном положении мы сейчас находимся. Что нас ждет в будущем? 2 варианта, да? Первое. Если режим сохранится. Если режим сохранится, представим, там Путин умер и пришел там, как вот мне недавно задали вопрос, если там Путин объявит себя императором, да, то есть возродит царскую власть, объявит себя императором, и, соответственно, после его смерти по наследству перейдет его дочери, там, да, например, там, или условно там, его сыну там, от Алины Кабаевой. Условно, даже если он там не будет этого гипотетического такого варианта, представим, что просто там власть чекисты смогли сохранить. Патрушев пришел там, или там еще кто-то, там Бортников, там все вот эти уроды. В общем, власть сохранилась, режим сохранился. Путина нету, даже если все равно режим сохранился. Что нас ждет? Если
логически, да, то есть если мы сейчас имеем вот такую плачевную ситуацию, когда башкиры уменьшаются в численности, когда язык практически утерян, когда экология в страшном состоянии находится, когда практически 80% наших доходов уходит в Москву, забирают их, когда наших детей заставляют говорить, что они русские, башкирского языка не осталось практически ничего. Нам втирают, что наш родной язык это русский язык является, что мы все русские и так далее, русские башкиры там и так далее. Политически то же самое, то есть никаких у нас ни оппозиционных сил нету, легальных оппозиционных сил, которые могли бы там в Госсобрании Курултай или в Госдуме как-то защищать права и интересы нашей республики. Нету этого ничего. Если сейчас этого нету, естественно и дальше этого не будет. Потому что этот режим чекистский, он упорно, прям последовательно, упорно ведет политику по русификации всех народов, по ликвидации национальных республик, как минимум ее прав. И так прав практически не осталось. И постепенно с каждым разом все больше и больше забираются. Уверен, что если этот режим сохранится, то национальные республики будут ликвидированы. Это 100% вероятность. Вот что нас ждет. То есть ухудшение положения нашего народа. Мы будем уменьшаться в численности, мы будем ассимилироваться, мы будем манкуртизироваться. Все больше и больше людей башкир будут переходить в православие, будут кричать «Россия для русских», считая себя, мы сами русские будут кричать. Будут кричать, что Россия с нами Бог, там, мы Россия, великая держава, там, мы готовы умереть в ядерной войне, лишь бы там весь мир пропал, главное, что вот наша Россия, там, Путин наш великий вождь, там, будут поклоняться ему и так далее, и так далее. Вот что нас ждет. Полная манкуртизация населения, полное оболванивание населения. Это нас ждет, если этот режим сохранится. И я вообще не понимаю тех башкир, которые топят сегодня за этот режим, за режим Путина. Это, еще раз говорю, там Ильтуманов тот же самый, да, он сидит сейчас, бывший боевик, оккупант, который воевал, там захватывал Украину, убивал украинских жителей. Сейчас сидит в Госсобрании Курултай, заставляет наших башкир фотографироваться с флагом Российской империи. Это Рауфа Рахимова, да, которая поддерживает и Путина, говорит, что война это все правильно, все в войне, там, мы поддерживаем войну, мы отправляем туда всякие помощи и так далее. Это Рамиль Рахматов, да, который, я считал его нормальным, порядочным человеком, который там и на Куштау был, да, и мы вместе организовывали какие-то митинги, он приходил, постоянно поддерживал нас, он был в Кукбуре когда-то. Я вообще не понимаю, что в нем переклинило. Человек едет на войну добровольцем. Он еще в 2014 году туда ездил в качестве следователя, да, он допрашивал пленных, там, пытал их в подвалах. Он внесен в список украинских людей, которые обязательно будут там наказаны. Да? То есть, и не понимаю этих людей, которые топят за это. За что? За что вы топите? Что вы хотите? Вы хотите, чтобы башкиры остались в таком положении? Все в худшем и в худшем. Чего вы добиваетесь? Зухра Буракаева, то же самое там, да, там Лариса Абдуллина, Юлдаш Юсупов. Все эти которые сидят там во Всемирном Курултае башкир, чего вы добиваетесь? То есть, чего вы хотите? Чтобы наши башкиры уничтожались, ассимилировались, превращались в манкуртов? Вы даже на Всемирном Курултае башкир, который был, вы ни разу не вспомнили про Заки Валиди. Уничтожается память Заки Валиди, все уничтожается. Салават Юлаев, память о Салавате Юлаеве специально, сознательно уничтожается, называя его бандитом и так далее. Молчите, вы просто молчите и боитесь хоть слово сказать. То есть, если режим сохранится, если режим, не дай Бог, не дай Аллах, если это такое произойдет, хотя я в это не верю, но все может быть, да, еще там 50, еще 100 лет такой режим сохранится, он скукожится, там, закроется в своих границах, опустит железный занавес, он уже опускается, YouTube практически не работает, WhatsApp не работает, Instagram через VPN, TikTok через VPN. Что вы еще хотите? Вот так и будет. Так и будет.
в будущем? Будет ухудшение положения башкир, уменьшение в численности, ассимиляция и манкуртизация. Вот что нас ждет, если режим сохранится. Теперь представим, что если, второй вариант, если, скажем так, к власти придут псевдолибералы, ну я их называю псевдолибералами, потому что, ну, на самом деле они никакие не... Ну, вот это российская оппозиция сегодняшняя. Вот представим, что они пришли к власти и начали строить свою прекрасную Россию будущего. У нас есть либералы в Республике Башкортостан, многие их знают. Многие к ним относятся очень хорошо достаточно. Ну, самые известные это у нас Лилия Чанышева. Лилия Чанышева, там Федор Телин, это Ольга Комлева. Ну, это я так, самых таких известных, да, называю. Рустем Мулюков и так далее, и так далее. То есть их на самом деле очень много. Их на самом деле очень много, наших либералов башкирских. Представим, что каким-то образом эти либералы смогли победить на выборах, на честных выборах в Республике Башкортостан. У них, кстати, есть все шансы для этого, если будет проходить как бы выборы, вот, если их будет поддерживать Москва, вливать в них деньги и так далее. Они раскрутят Чанышева, допустим, условно, да, Чанышева очень там сильно. Ну, это Руслан Валеев, либерал, да, это вот Коноплин, его помощник, ну и так далее. Еще раз говорю, их много, там, Разиф Абдулин, их много вот этих либералов наших башкирских, которые себя причисляют к либеральной общественности, либеральной оппозиции и так далее. Вот представим, что Лилию Чанышеву начали раскручивать, ее начали поддерживать, она в хороших отношениях с навальнистами, у которых, в принципе, большие связи там с Западом. Вот они начали раскручивать нашу Лилию Чанышеву, вливать в нее деньги, раскручивать ее фигуру на выборах, строить предвыборную кампанию. И вот она побеждает. Что она сделает? Она же, естественно, она против независимости Башкортостана. То есть, что она будет делать? Она поведет побежит в Москву подписывать очередной договор в составе Российской вновь обновленной Федерации о прекрасной России будущего. Вот. Что в этом случае нас ждет? Вполне возможно, экономически, да, там, ну, распределение доходов будет там 50 на 50. Условно, да, 50% будет оставаться. Что, в принципе, естественно, будет больше оставаться в республике, чем сейчас. Сейчас мы 80% отдаем, 20% остается у нас. Заводы, предприятия будут больше выплачивать доходов как бы в нашу республику, потому что сейчас большинство доходов не выплачивается. Там, та же самая Башнефть, Сечин, он практически мало чего выплачивает из доходов Башнефти в нашу республику, в налоги. Вот. Представим, что как бы деньги пошли в Республику Башкортостан, но мы в составе России, обновленной вот этой прекрасной России будущего. Что мы в этом получим? Да, экономически наша жизнь, возможно, улучшится до поры до времени. Улучшится, будут строиться дороги, поднимутся зарплаты, но явно не улучшится положение башкир как народа, который требует свое самоопределение в плане языка, культуры и так далее, и так далее. Да, нам, возможно, как бы откроют там башкирские школы, там откроют какие-то там новые, будут какие-то телеканалы, там еще что-то там. Да, будет какое-то улучшение, естественно, будет какое-то улучшение, но, находясь в составе Российской Федерации, ассимиляция будет происходить точно так же в ускоренном темпе. Если башкирский язык, даже если он будет государственным, останется государственным, но будет необязательный для изучения, а Лилия Чанышева и все либералы, они против того, чтобы башкирский изучался как обязательный предмет. То есть, если все вузы, высшие учебные заведения будут точно так же преподаваться на русском языке, соответственно, выпускать всех специалистов на русском языке, то башкиры сами будут отдавать своих детей в школы, в институты, в русскоязычные, в эти самые, получается. Соответственно, дети будут русскими, ну, не русскими, а русскоязычными. Башкирский язык точно так же будет терять. Хоть мы будем прикладывать усилия, хоть мы там будем деньги вкладывать
в какой-то там в контенты башкирские, будем выпускать больше фильмов, там, больше мультфильмов, будем больше там разговаривать, пытаться там, какие-то там будут у нас клубы башкирскоязычные, будут какие-то пособия больше там, в школах будем больше изучать там часов башкирского языка. Это ничего не поможет. Это просто не поможет абсолютно. Потому что даже, ну, посмотреть на пример Уэльса, да, где вкладываются миллионы там, евро, там, долларов, там, фунтов стерлингов, да, как в Англии. Это не помогает, и очень мало населения до сих пор владеет своим языком. Английский все равно побеждает. И у нас будет то же самое, потому что будет русскоязычная среда, вокруг будет русскоязычная среда. Плюс у нас, соответственно, если мы будем более русскоязычными, больше будем перенимать русскую культуру, то мы будем больше ассимилироваться и все меньше и меньше хотеть независимости. Все меньше и меньше хотеть независимости, а впоследствии все равно это приведет к тому, что будут постепенно либералы не смогут удержать эту власть, постепенно власть перехватят чекисты, потому что, чтобы контролировать такую огромную территорию, которая искусственно сшита из разных народов, с разными культурами, с разными историями, с разными, еще раз говорю, с разной историей, с разной культурой, с разными языками, да, то что такую, чтобы территорию удержать, нужен контроль. Нужен серьезный контроль, который будет распространяться на все территории. Для контроля нужны хорошие, сильные спецслужбы. То есть будет аппарат МВД вновь расширен, аппарат спецслужб, который точно так же будет подавлять любые стремления там, к обособлению, к независимости и так далее. Все. Нас опять начнут давить. Любые заявления о том, что нам нужно больше прав, экономических, больше прав политических, что мы хотим независимости, все это будет подавляться, людей будут сажать, репрессии продолжатся. Постепенно чекисты захватят власть. Как они это сделали в Российской Федерации через 10 лет. Постепенно продавят на все места своих людей и все. Поэтому я не верю, что... То есть это, знаете что? Это можно сказать, что... Как можно так примерно назвать это золотая клетка. Мы будем жить как в золотой клетке. У нас будет хорошая там, да, возможно, хорошая жизнь с хорошими зарплатами. Но мы будем превращаться в русских постепенно. Постепенно мы все будем превращаться в русских, потому что уже сегодня эта политика, русификация, она зашла очень далеко. Очень далеко. И у нас, не надо забывать, что у нас мы не в Чечне, то есть в Чечне, где 90% там, или 97% в Чечне живут чеченцев. Ингушей там 93%, там, в Туве 87% тувинцев. У нас такого нету. Если у нас будет экономически хорошо жить, хорошие высокие зарплаты, к нам поедут с разных регионов России. Русские поедут в первую очередь. Численность русских будет увеличиваться. И мы ничего не сможем сделать. Мы не сможем их как-то ограничивать, приезд в нашу республику. Она будет увеличиваться, соответственно, численность русских будет увеличиваться, численность башкир в процентном соотношении будет падать. Соответственно, процент башкир будет, если будет падать процент башкир, будет падать процент башкир и в партиях, в госсобрании Курултай, там, в депутатах и так далее, и так далее. Мы будем все меньше и меньше представлены в своей собственной республике. Все. Мы не будем контролировать свою республику. Мы никак не будем влиять на свою республику. Да, нам оставят какие-то там полномочия определенные. Там, вот у вас есть там какие-то определенные школы, изучайте башкирский язык. Вот у вас там есть телевидение свое, там развлекайтесь. Вот у вас там определенная сумма вам денег, там снимайте фильмы и так далее. Все, на этом все, но вы не имеете права на выход, вы не имеете права на то, вы не имеете права на этот. Попробуйте, проведите референдум в случае чего, но так как большинство населения здесь русское, а так оно и будет, то мы никакой референдум и не сможем выиграть. Все. Так мы
навечно останемся в составе России, даже если она превратится в прекрасную Россию будущего, где мы потеряемся как народ. Ассимилируемся постепенно, и уже нам неохота будет никакой независимости. Вот что нас ждет, если мы останемся в прекрасной России будущего. Поэтому я еще раз говорю, чтобы обрести независимость, желать этого, 90% башкир должно хотеть независимости. Если в прекрасной, то же самое условно, прекрасной России будущего 90% башкир будут хотеть независимости, мы в любом случае ее добьемся. В любом случае. К тому же я уверен, что в той же самой прекрасной России будущего, про которую говорят вот эти псевдолибералы, они не смогут Чечню оставить. Чечня уйдет 100%, они не смогут ее удержать. Уйдет Ингушетия. Если они уйдут, что они нам смогут объяснить и как они смогут нас убедить в том, почему мы не имеем права точно так же на независимость, как имеет ее Чечня или Ингушетия, допустим. Ну никак они не смогут нам сказать, ну как они скажут, ну вот им можно, а вам нельзя, потому что их там больше, а вас меньше, что ли? Потому что у них есть границы, а у вас нету границы там с независимыми государствами. Так будут объяснять, но это все фигня полная. То есть наше, скажем, стремление к независимости будет только нарастать. Что они будут делать? Давить будут нас, чтобы подавить эти стремления к независимости. Будут давить, будут сажать, будут арестовывать, будут фальсифицировать дела, будут убивать втихаря. Все повторится. Соответственно, убьют, уничтожат, посадят самых активных, самых тех людей, которые идеологов башкирского национального движения, которые будут говорить о независимости. И все, загасив, скажем так, самых инициативных, самых идейных, народ остальное просто запугают. Вот что нас ждет. Поэтому я за то, что в случае независимости нас ждет. Если независимость точнее, я считаю, что даже не если, а когда независимость мы обретем, я уверен в том, что да, первоначально будет сложно. Но что хорошо, пусть мы в какой-то части, в определенной части, скажем так, у нас границы с русскими республиками очень много, ну с русскими регионами, да, пока про республики не будем говорить. Сверху Свердловская область, на востоке Челябинская область, на юге Оренбургская область. Но на западе мы граничим с Татарстаном, мы граничим с Удмуртией, какая-то часть. И здесь как бы мы имеем шанс, хотя бы вот если мы будем объединенно действовать, я не имею в виду объединимся в одно государство, я имею в виду, что мы будем совместно действовать с Татарстаном, с Чувашией, с Эрзя-Мастор, с Мари-Эл, с Удмуртией, будем совместно действовать. У нас, по крайней мере, будет уже определенная какая-то большая достаточно территория, где мы сможем совместно защищать свои права. Первое. Экономически будет тяжело первое время, все это понимают, и вполне возможно нас будут пытаться ограничивать в чем-то, строить какие-то барьеры таможенные, чтобы там наш груз не пересекал. Тут очень много зависит от наших тюркских братьев, которые живут в независимых государствах, от казахов в первую очередь, как они смогут продавить на то, что останется там, на место сегодняшней Российской Федерации. Представим, что образовалась российская какая-то республика. Несколько российских республик, русских республик, там, на месте Московии, там, да, потом представим, что на месте там, Челябинской и Свердловской области образовалась какая-то Уральская республика. Вот. Нам с ними в любом случае придется как-то жить и договариваться. Вот, конечно же, будут, возможно, какие-то попытки нас там ограничивать в чем-то. Но это долго не сможет продолжаться. Почему? Потому что как они заинтересованы в нас, так и мы заинтересованы в них, чтобы шла торговля. Потому что через Республику Башкортостан очень серьезные выстроены логистические пути. Через нас проходит там железнодорожная дорога, которая соединяет Сибирь с центральными регионами.
Через нас идут там нефтепроводы, газопроводы, автомобильные дороги, там трассы, да, вот у нас М5 трасса, вот она, Челябинск, да, Москва-Челябинск. Все это через нас идет, и через Татарстан тоже самое идет, большие как бы логистические пути. Мы будем, чтобы построить какие-то обходные пути, там, обходные трубопроводы в обход нас, это огромные затраты, они, конечно же, на это не пойдут. Они также будут гнать свои грузы через нас. Соответственно, они будут вынуждены с нами договариваться. Как нам выгодно, допустим, с Казахстаном договариваться, нам нужен коридор этот. И мы будем договариваться с Оренбургской областью для того, чтобы этот коридор был под нашим, скажем, контролем. Точно так же и русские регионы будут договариваться с нами, чтобы как-то торговать между собой. Торговать через Пермь, там, да, для них это сложно. Это большие крюки. Поэтому вот тут пишут, что я фантазер, как бы у нас всю нефть выкачали. Ну, не в нефти дело. Сегодня, мало того, не только у нас, вообще в России всю нефть выкачали. Что тут говорить-то? И уже, по последним, скажем, там, новостям, которые говорят, мировым новостям, там, технологий, сейчас уже вовсю идет разработка нового вида топлива, да, который заменит всю эту нефть. Нефть это станет прошлым. И, неважно, есть у нас нефть или нет. У нас есть 3 крупнейших нефтеперерабатывающих нефтехимических завода. Мы можем производить бензин, мазут, там, да, дизель. Нефтехимический Салават нефтеоргсинтез, который у нас есть в Салавате, это крупнейший нефтехимический завод, который производит огромное количество разной продукции, нефтехимической продукции. Там, полипропилен, там, полиэтилен, ну и много-много чего другого. Поэтому у нас есть чем торговать. У нас огромное количество вообще промышленности, природных ресурсов, умов. У нас природа красивая, где мы можем туризм строить. У нас все это есть. Хочу напомнить, что горы, ближайшие горы, которые, вот, если взять ближайшие русские регионы, то горы есть только уральские. И такой мягкий климат есть только, вот в Уральских горах, мягкий климат есть только в Республике Башкортостан. В Свердловской области, где горы, Челябинской области, там более суровый климат. Более суровый климат. И в любом случае, и ближайшую округу, там 1000 километров в одну сторону, 1000 километров в другую сторону, гор таких нету. Люди будут ездить к нам, смотреть, любоваться природой, там, на горнолыжках кататься и так далее. У нас, кто помнит, там Абзаково там, считается один из самых серьезных, лучших горнолыжных курортов России. Если туда вложатся, мы позовем иностранные компании, которые знают в этом толк, которые вложат туда деньги, построят комфортабельные какие-то там гостиницы, какие-то курорты, там горнолыжки и так далее. К нам люди поедут там не только со всей России, со всего мира поедут. Поэтому все у нас есть. Все у нас есть для того, чтобы жить нормально. Первое время будет сложно, еще раз говорю, но в последующем, если мы будем вести независимую политику, если у нас будет своя собственная валюта, и мы не будем опираться там на какой-то рубль или что-то, будем вести свою независимую политику, мы вырулим. У нас большие запасы меди. Медь это очень стратегический металл. У нас есть золото. У нас много что есть. Газ у нас есть. Еще раз говорю, у нас самое главное природа. В скором времени, через 100 лет, через 200 лет уже будут выигрывать те страны, у которых есть вода, у которых есть лес, у которых хорошая, красивая флора, фауна. Люди будут платить бешеные бабки, чтобы окунуться там в какую-то там в природную среду, которая более приближена именно вот к натуральному, да, условиям. У нас в Бурзянском районе заповедник, где на сотни квадратных километров не ступала до сих пор нога человека. Девственная природа есть там. Пожалуйста, все это бабки большие, если их там с умом подойти к этому,
сохранить все это будет нам приносить, нашему народу, народу Республики Башкортостан, я имею в виду, хорошие деньги. Самое главное не купиться на посылы либералов, на посылы каких-то там хороших русских, что вот нам нужно остаться в составе этой страны. Если мы останемся, все. Московские олигархи всегда скупят наше все. Скупят, заменят, купят наших политиков. То же самое Лилия Чанышева будет кто рулить? Будет рулить та же самая Юлия Навальная из Москвы. Все. Она уже будет не независимый политик. Поэтому только независимость. И еще раз говорю, если башкиры, 90% башкир будут хотеть независимости, независимость мы получим в любом случае. Если для этого необходимо будет бороться, надо бороться. Если нас будут не отпускать, ни в коем там будут пытаться сперва уговаривать. Не нужно поддаваться на уговоры, потому что мы прекрасно понимаем, что находясь в составе этого государства, мы умираем как народ, мы исчезаем как народ. Поэтому только независимость. Потом будут пытаться нас силой. В этом случае нужно проявлять силу воли, характер и бороться. Бороться за свою независимость. Я уверен, что точно так же думают, не уверен, а знаю, что точно так же думают и другие народы России. Точно так же думают татары, которых очень много. Точно так же думают чеченцы, ингуши, калмыки, буряты, якуты. Все хотят независимости, все. Могут уговорить там, не знаю, какие-то народы, которые имеют слабое национальное самосознание, которые в маленьком количестве. Может быть, их смогут уговорить как-то, но мы не должны уговариваться. Вот это какой-то Рамис Айтамбетов. Руслан, зачем прячешься в Литве, а мы должны уголовку получать? Кто мы? Если ты пишешь, какая у тебя уголовка? Ты про кого говоришь? Итак, вопросы, ответы на вопросы. Мне подготовили тут вопросы. Сейчас. Секунду. Итак, если не реализуется вариант войны за независимость, то почти наверняка, когда режим ослабнет, будут подвижки в сторону его либерализации. Тогда вовсю зазвучат голоса тех, кто начнет говорить, что лучше остаться в составе России, что строить независимую страну намного сложнее, что в этот раз демократия точно установится надолго. Как нам готовиться к этому сценарию и не дать условному Рахимову 2.0 оставить Башкортостан в составе России? Очень сильный вопрос, очень хороший вопрос. Что в этом случае делать? Я напомню, что когда Рахимов ездил подписывать федеративный договор в 1992 году, то башкирское национальное движение в лице Союза башкирской молодежи, в лице Центра Урал, Башкирского народного центра Урал, они выступали против подписания этого договора. Когда Рахимов прилетел с Москвы с этим договором, он говорил, что вот я вам привез там мир, спокойствие и так далее. Наша башкирская интеллигенция, наша башкирская элита стояла с плакатами. Лично Кульшарипов стоял с плакатами, где осуждал подписание этого договора. Наши представители Союза башкирской молодежи, наши активисты, наша башкирская молодежь закидала снегом Муртазу Рахимова тогда, снежками. Поэтому, но они тогда не додавили, потому что тогда купились на обещание, что теперь все будет хорошо, теперь все будет по-башкирски, все будет прекрасно. Так и было в течение 10 лет. Действительно, там Башкортостан и башкирский народ много что приобрел. Там башкирский язык стал государственным языком, появился суверенитет, все предприятия вернулись
отошли в собственность Республики Башкортостан под его юрисдикцию. Там была принята своя конституция, там открылся научно-исследовательский институт башкирский, Академия наук башкирская, там кинематография своя башкирская появилась, БСТ канал появился, да. А при Советском Союзе, я напомню, что там несколько часов всего в день было башкирское включалось, башкирское телевидение. А это как бы полное башкирское телевидение. Все это у нас появилось, но все это у нас быстро отняли. Поэтому, что нам сделать так, чтобы не осуществился повторно такой вариант? Твердо стоять на независимости. Если мы чувствуем, что нас пытаются опять купить и нагибать, надо радикализироваться. По-другому никак. Иначе нас опять купят сладкими обещаниями, какими-то там посылами, какими-то обещаниями. Радикализироваться, если надо, захватывать власть. Башкирские националисты должны захватить власть и жестко заявлять об отрыве от России, о создании своего независимого государства. Как в Чечне. Только в тот раз Чечня осталась один на один с Россией. В этот раз, я еще раз говорю, я знаю, что все другие национальные республики точно так же хотят быть независимыми. Действуя совместно, мы сможем вырваться из состава этой России. Сможем. С кровью, с мясом, возможно, придется, но по-другому никак. Зато если мы вырвемся, мы сохранимся как народ, начнем увеличиваться в численности, будем строить свою политику, свою экономику, жить сами по себе, для себя, не отдавая никаких доходов в Москву и так далее. Своя будет армия башкирская, своя система образования, своя валюта, свои посольства в разных странах, свое представительство ООН. Все свое будет. Войдем в организацию тюркских государств на правах полноправных членов. Будем строить совместно общую политику, общую экономику с тюркскими государствами. Еще раз говорю, если будут пытаться подкупать, договариваться и так далее нашу элиту, тогда радикализироваться и захватывать власть. По-другому никак. Следующий вопрос. Так. Руслан Агай, хочу спросить насчет безвизового режима между Казахстаном и Башкортостаном, а также какое отношение у башкортов к идее Турана, объединения тюркских народов. Туран на сегодняшний момент оно преобразовалось в такую идею, как не то, что это должно быть единое государство под одним общим управлением. Нет, это должен быть союз тюркских государств, возможно, с единой армией, потому что, я уверен, что если мы башкиры создадим свою армию, сколько мы сможем создать? 50 тысяч. 100 тысяч. Все равно этого мало по сравнению, если будет там у Московии, у русских государств своей армии, в численности они нас смогут победить. Но если мы войдем в систему безопасности, союз тюркских государств, по типу НАТО, допустим, только тюркского будет, тюркский такой НАТО, скажем, то все будут знать, что если тронут Башкортостан, если тронут Татарстан, то тут же войдут войска казахов, Казахстана, войска Турции, войска Азербайджана, войска Узбекистана, войска Кыргызстана. Все. Никто никогда не будет в этом случае на Башкортостан что-то там газовать. Поэтому, конечно, я за то, чтобы, скажем, союз тюркских государств только рос, укреплялся, и мы хотим быть полноправными членами. По поводу безвизового режима с Казахстаном, естественно, должен быть безвизовый режим. Как сейчас у России нет безвизового режима
точнее, существует безвизовый режим с Казахстаном, то же самое и у Башкортостана должно точно так же остаться с Казахстаном. В любом случае, мы должны спокойно ездить в Казахстан, казахи должны спокойно ездить к нам, обмениваться культурно, экономически сотрудничать и так далее. У меня вопрос, Руслан. Когда Башкортостан обретет независимость, русские, живущие в Республике Башкортостан, останутся? Конечно, останутся. Останутся все те русские, которые хотят видеть Башкортостан независимым государством, которые примут законы независимого государства Башкортостан, которые будут готовы учить башкирский язык, которые признают то, что Республика Башкортостан – это национальное башкирское государство с многонациональным народом, еще раз говорю, но национальное государство башкирское. Если они это признают, если они готовы в таком государстве жить, пожалуйста, конечно, оставайтесь. Они все останутся, точнее. Те же, кто не захочет жить в таком государстве, они сами уедут. Они сами не захотят жить в таком государстве. Они говорят, скажут там, вот, нафиг нам надо учить ваш башкирский язык, нафиг нам нужно подчиняться там вашим законам, чтобы там нами управлял президент Башкир, а президент у нас должен будет знать обязательно башкирский язык. И это будет не та профанация, которая сейчас у нас в законе до сих пор есть, что там руководитель республики обязан владеть башкирским государственным языком. Его же никто не соблюдает, всем пофигу. У нас это будет обязательно. И уедут именно те, которые не согласятся жить так. И им будет некомфортно жить в нашем государстве, они уедут, конечно же, в свои русские регионы. Вот. Но гнать мы никого не будем. Второе. Город Оренбург и прилегающие территории войдут в состав Башкортостана, ведь эти земли были присвоены русскими, чтобы башкиры не могли уходить в Казахстан. А город Оренбург, образованный по велению Екатерины II, считается русским. Но Оренбург, во-первых, был не Екатериной II, а Елизаветой, точнее вообще при Анне Иоанновне начался вот этот вот Оренбургская экспедиция при Анне Иоанновне, 1734 год. По поводу Оренбурга. Сложный вопрос. Оренбург очень населен русскими. Там практически 80% там русского населения. Это полумиллионный город. Да, и какой полумиллион? Почти миллионный город, там 800 тысяч, по-моему. Вот, и нам невыгодно его... Если Казахстан захочет его забрать и сможет как-то это сделать, мы будем обоими руками за. Мы, башкиры, казахи смогут переварить этот город, смогут его сделать казахоязычным. Потому что все северные сегодня областя Республики Казахстан, они смогли сделать, которые еще 30 лет назад были там в большинстве своем населены русским населением, подавляющее большинство было русских, то сегодня уже во всех районах больше 50% казахи. И они, я уверен, смогут переварить и Оренбург. Но мы не сможем переварить Оренбург, к сожалению. Почему? Потому что, во-первых, у нас в республике и так очень много русских. Если мы еще присоединим Оренбург с миллионным практически населением русским, а помимо Оренбурга придется присоединять еще близлежащие районы, которые точно так же очень много населены русскими, то мы получим подавляющее большинство в Республике Башкортостан русского населения, наш процент башкир уменьшится еще больше, и, соответственно, уже наше влияние, точнее, башкирское, будет меньше. Нам это не надо. Нам это не надо. Лучше со временем, если Оренбург так и так обречен. Оренбургская область обречена, она будет находиться между тремя тюркскими народами. С одной стороны это будет Казахстан, с другой стороны это будет Татарстан и Башкортостан, которые будут постепенно переваривать их. Постепенно, десятилетиями мы будем заселять эти земли, возвращать их, и постепенно Оренбургская область, конечно же, вновь отойдет, а там уже решим вопрос, кому она будет принадлежать. Разделим на 3 части, или это будет отдельное какое-то независимое государство, которое вновь станет тюркским со временем. Я бы вообще с удовольствием был бы за то, чтобы туда переселились нагайцы, допустим. Переселились нагайцы, и постепенно стала бы это Ногайская республика. Я был бы только за. Еще один тюркский мусульманский народ. Но нам достаточно вернуть
присоединить к Башкортостану, ну или контролировать Кувандыкский коридор. Это Гайский, Кувандыкский район. Нам этого достаточно. Вот. Другого нам не надо. Для нас другое это невыгодно сейчас. Иначе, еще раз говорю, мы не сможем просто, мы Уфу не можем переварить никак. Прошло 30 лет, и на сегодня там нас только 25%, точнее даже 20% башкир в Уфе. А было вообще там чуть около 7%. Постепенно мы растем по численности в Уфе, но нас все равно мало. Русских пока еще очень много. Вот когда мы все свои города переварим, когда большинство населения там будет башкирское, когда там будет звучать башкирская речь, везде во всем, башкирская культура. В Казахстане Алматы до сих пор город русскоязычный. До сих пор казахи не могут его переварить, до сих пор они его не могут сделать полностью казахоязычным городом. То что говорить про нас, про башкир? Нас очень мало пока еще, нам надо расти в численности. Если мы будем расти в численности, все равно для этого нужно время, там 20, 30, 50 лет. Постепенно, увеличиваясь в численности, мы начнем заселять все больше и больше города. В процентном соотношении нас все будет там больше. Свои города заселим, потом уже можно думать будет про Оренбург. Пока нас очень мало, мы просто растворимся в русскоязычной среде. Нам сейчас это невыгодно. Следующий вопрос. Если не реализуется вариант... это я был. Следующий. Руслан, при независимости Башкирии, как будем поступать с Оренбургской землей? Кувандык или больше земли будем к себе присоединять? С нами будут торговать, куда в Москве без нашего сырья? Алла Берстя, разбогатеем. Вначале голод, холод, но со временем разбогатеем. Алга Башкорт. Ну, про Оренбург я только что ответил. Надеюсь, что ответил полностью на этот вопрос. Так. Если на этот вопрос я уже ответил. Так, нас смотрит 211 человек. Мы говорим уже час. Есть ли еще вопросы? Сейчас посмотрим. Тут были вопросы в самом начале. Так, если есть вопросы, пожалуйста, пишите, потому что я не могу найти ваши вопросы. Руслан, вопрос к эфиру. Так, но этот вопрос я не буду читать, потому что это... Так, нужен ли будущему Башкортостану президент? Конечно, нужен. Руслан, расскажите, как анклав может отсоединиться и как вообще это будет происходить и когда? Многие, задаются вопросом, что Башкортостан это анклав. Но я могу так сказать, что на сегодняшний момент есть несколько государств, которые, являясь анклавами, являются независимыми. Сегодня в нашей сегодняшней системе, так как устроен мир, как устроен вообще глобальный рынок, быть в анклаве это не приговор. Можно быть независимыми, даже будучи в анклаве. Еще раз говорю, мы договоримся, в любом случае договоримся о коридоре, Кувандыкском коридоре, и мы сможем торговать со всем тюркским миром. Плюс, еще раз говорю, наша республика Башкортостан расположена в таком месте, такой этот транспортный хаб, через который идут транспортные пути большие, через которые идут трубопроводы, газопроводы, нефтепроводы и так далее. С нами будут договариваться. Какую-то осуществлять блокаду нам невыгодно никому. Сегодня не какая-то там, не СССР, где была плановая экономика. Сегодня рыночная экономика, где рулит капитализм, рыночные отношения. Выгодно будет бизнесу договариваться.
невыгодно нас, это раз. Во-вторых, я не думаю, что если мы станем независимыми, что мы в это время будем в конфронтации с русским миром. Скорее всего, они признают нашу независимость, они нас отпустят, они вынуждены будут. Если они нас отпустят, если они нас признают, то, соответственно, будут сняты все блокады. Плюс, не надо забывать, что помимо помимо Башкортостана есть Татарстан, есть Чувашия, есть Марий-Эл, есть Удмуртия, есть Эрзян-Мастор. Это сегодняшняя Мордовия, да? Это еще 6 национальных республик, которые точно так же будут выстраивать отношения, будем договариваться, сможем решить. Будем подключать наших лоббистов там, да, со стороны Турции, со стороны Казахстана, которые точно так же будут продавливать наши интересы, чтобы наши тюркские республики, мы им братья, чтобы мы смогли здесь нормально жить. Уверен, что сможем продавить, уверен, что сможем договориться. Так что это не приговор, то, что мы находимся в анклаве. Так. Руслан Агай, пожалуйста, скажи, чтобы башкортвар не продавали русским землю, дома, очень много раскупают в деревнях земли, особенно под бизнес, и щемят местных. Да, я знаю об этой проблеме, и я бы посоветовал действительно башкирам не продавать землю. Нельзя ни в коем случае продавать, потому что очень скоро земля в Башкортостане будет стоить огромные бабки. И люди, которые имеют свою землю на территории Республики Башкортостан, это будут богатые люди. Потому что, еще раз говорю, Башкортостан ждет успех как независимое государство. Это будет очень богатое государство. Ну, примерно как сегодня живет Австрия, там, Швейцария, Голландия. Мы, еще раз говорю, в маленьком государстве, по меркам там, в среднем вообще наша республика Башкортостан это среднее государство. Крупные государства, есть очень мало каких крупных государств, которые имеют хорошую экономику. В основном хорошую экономику имеют малые государства, потому что там удобно управлять, не такое большое количество, но население должно быть больше миллиона. У нас их 4 миллиона. Достаточно для того, чтобы экономика наша работала, достаточно для того, чтобы и у нас достаточно земли на все. Поэтому наша республика Башкортостан это будет успешная, если мы правильно с умом подойдем, без всяких войн, без всяких конфликтов, мирно со всеми народами, проживающими на территории республики Башкортостан, мирно подойдем к реализации нашей независимости. Наша республика Башкортостан станет успешным, богатым государством. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Я живу в маленькой Литве, которая богатая, достаточно богатая страна. Не надо говорить, что тут Евросоюз там вливает в нее бабки. Есть страны, которые точно так же входят в Евросоюз, но живут беднее Литвы. Просто здесь правильно распределяет бюджет. Очень много бизнеса, частного бизнеса очень много. IT-технологии очень хорошо развиты. Сегодня страны, там, которые имеют природные ресурсы, не обязательно будут, что они станут богатыми, что они являются богатыми странами. Например, Венесуэла имеет огромные запасы нефти, но беднейшая страна. Дело не в этом. Сегодня рулит умственный труд. Именно люди с умственный капитал, да, он, скажем так, двигатель экономики. Ну, самые успешные компании Apple, да, Tesla и так далее, Microsoft. Вот компании, которые миллиарды, там, сотни миллиардов долларов имеют. Это научный труд, это продукция вот, умственных разработок, да? Поэтому уверен, что если мы сохраним людей, если мы будем привлекать специалистов, если мы будем
вкладываться в развитие технологий. Плюс у нас будет красивая природа, как я сказал. К нам будут приезжать. У нас есть стартовый капитал для того, чтобы рвануть, экономически рвануть очень сильно. Вперед, ввысь. Так что все будет нормально. Все будет нормально. Так, еще вопросы. Я смотрю, тут у русских вообще там пуканы вообще рвутся. Руслан, как ты освободишь Башкортостан от России, фантазер? Очень просто. Точно так же, как и Казахстан освободился, как Литва, как Украина, как Белоруссия, как многие другие, как Чехия, Словакия когда-то, которые все были под Москвой. Все они освободились и нормально живут. Точно так же, патриотик ты наш. Будешь в своей Московии пытаться строить русскую республику, а мы здесь сами без тебя, без твоего русского мира построим наш башкирское государство. Руслан, вопрос к эфиру. Какой будет правовой статус у русских? Дадим ли мы им паспорта и сделаем верный шаг? Или сделаем верный шаг и депортируем всех? Вот этот вот человек задает очень провокационные вопросы. Я объяснил, что русские будут точно такими же гражданами. По нашему проекту будущего независимого Башкортостана достаточно будет принести клятву на верность законам и Конституции Республики Башкортостан. И все, и ты являешься полноправным гражданином Республики Башкортостан, независимого государства. Ты будешь обязан знать башкирский язык, получать образование на башкирском языке и будешь пользоваться всеми такими же правами. Если ты отказываешься давать присягу на верность Республике Башкортостан, на верность законам Республики Башкортостан, Конституции, ты точно так же остаешься жителем Республики Башкортостан, но лишаешься политических прав. Ты лишаешься прав участвовать в выборах, избирать и быть избираемыми. Также ты лишаешься базового дохода от наших природных ресурсов, который будет распределяться между всеми жителями Республики Башкортостан. Все, в остальном все будет так же. Ты точно так же, этот гражданин может точно так же жить в Республике Башкортостан и быть ее гражданином. Только он будет лишен, еще раз говорю, базового дохода от природных ресурсов и будет лишен участия в политической жизни Республики Башкортостан. Он не сможет голосовать, он не сможет избираться и быть избираемым. Избирать и быть избираемым. Так. Руслан, вряд ли получится мирным путем отсоединиться. Но, как говорится, посмотрим. Мало. Я надеюсь, что все обойдется мирно. Потому что русский мир, вообще русская идея, русское государство, оно будет находиться в такой заднице после Украины, что им еще долго придется как бы отмывать свою совесть. Также я сказал, что пока русские не извинятся перед башкирами за все те преступления, которые они совершили, не признают те геноциды, которые они проводили в отношении башкирского населения, у нас не будут до конца так и не будут выстроены дружеские отношения с вот этими русскими государствами, которые появятся на месте России. Ну или Россия останется, допустим, да, но без нас уже. У нас в любом случае, пока они не признают, и монумент дружбы, я точно так же говорю, мы уберем монумент дружбы. Потому что это, во-первых, там, где он стоит, то место, это было лобное место, там на одном месте стоял монастырь русский православный, там казнили наших башкир, там содержали их в тюрьмах, там их пытали, там рвали им ноздри, отрезали уши, издевались над ними, калечили их. Поэтому и ставить на этом месте монумент, который говорит, что русские башкиры это там, друзья, братья, это нечестно по отношению к башкирам, и этот монумент будет убран. А если и будет монумент какой-то посвященный дружбе, то он будет посвящен дружбе народов,
проживающих на территории Республики Башкортостан, а не одного только русского народа с башкирами. Так, ну, наверное, на этом все. Так, что если создать паспорт башкира, который будет признаваться за рубежом? Хорошая идея, мы над этим работаем, у нас есть уже, скажем так, заготовки этого паспорта определенные. Я думаю, что мы его доведем до ума. Извините меня, Руслан, но вы недооцениваете своего противника. Конечно, я знаю, кого вы имеете в виду, русских, конечно же, что они, это, конечно же, не какие-то мирные овечки и не народ, который там готов строить мирно. Конечно, они будут пытаться нас давить. Конечно, я уверен, что большинство русских, которые останутся в Республике Башкортостан и даже согласятся на независимость, это будет пятая колонна, которые будут постоянно там провоцировать нас, которые постоянно будут пытаться качать какие-то права, там, требовать себе определенных условий, как это происходит до сих пор, ну, как это происходило в Украине, да, и привело там к войне, как это в Казахстане до сих пор, там многие русские качают права, как это в Литве, как это в Латвии, как это в Эстонии до сих пор. Да, нам придется с этим бороться. Я иногда задаюсь вопросом, когда вижу, что, ну вот, по происшествии 33 лет, как Литва получила независимость, и все равно здесь русские до сих пор продолжают там считать свою родину Россией, там, боготворить Путина, поддерживают Россию в войне с Украиной, там, качает какие-то права, там, до сих пор там, не хочет учить литовский язык и так далее, и так далее. До сих пор вот они, то есть вот такие остались. Хотя, ну это в основном уже взрослое поколение, то есть которым там за 40, за 50 лет. В основном молодежь, конечно же, русская молодежь, точнее их дети, молодежь, они уже как бы все знают литовский язык, они знают английский язык. Они никто, но самое смешное то, что все вот эти русские, которые до сих пор как бы не могут смириться с тем, что Литва это независимое государство, хотя живут по кайфу, хорошую получают заработную плату. То есть минималка с Нового года в Литве 1000 евро. Да, ну перевести на рубли, посчитайте, ну как минимум 100 тысяч рублей. Это минималка, то есть меньше никто не получает. Вот. Нормально получают заработную плату, не минималку, там 1500, 2000 евро получают. Но никто из них не хочет уехать, то есть они могут свободно, так как и Литва находится в Евросоюзе, они могут свободно путешествовать по всему Евросоюзу, ездить там во Францию, там, отдыхать там на выходные, там летают там, в Италию, там, во Францию, в Германию ездят, в Польшу ездят за продуктами, там, да, там, ну чуть-чуть подешевле. Могут путешествовать просто, сесть на машину и свободно с Литвы доехать там до Голландии, до Нидерландов. Просто кайфуют. Но все равно любят Россию, ненавидят литовцев, националисты, литовцы такие, литовцы сякие. Но никто из них не хочет уезжать в Россию. Если ты любишь Россию, какого хрена ты живешь в Литве? Езжай нахрен в свою, свой Мухосранск под Москвой. Езжай туда. Что ты туда не едешь? И детей своих туда не отправляют. Всех детей отправляют куда-нибудь в европейские страны. Вот такие вот они. И у нас будет то же самое. Вот поэтому я говорю, 33 года живут в Литве, до сих пор остаются шовинистами русскими. Я представляю, как мы будем с этим бороться. Уже таких русских у нас тоже дохренища. Уверен, что останутся много таких русских, которые точно так же будут пятой колонной. Но через убеждение, через выстраивание хорошей экономики, через хорошие заработные платы, через, скажем так, построение гражданского общества, чтобы получить гражданство в Республике Башкортостан, чтобы это было до хрена делов. Вот как сегодня получить гражданство Швейцарии там, или Австрии, да? Вот примерно вот такое государство нам будет выстраивать, где уровень дохода будет очень высокий, где люди будут дорожить этой республикой, жить здесь, дорожить будут, чтобы вот мы оторвались очень сильно высоко. На этом надо будет, конечно, поработать хорошенько. Тогда, конечно же, они будут держаться за эту страну. Ну и постепенно будем выявлять всех вот таких шовинистов и высылать их нахрен. Вопрос, Руслан, а почему вы не вышли из совка в 1991 году, как все остальные?
вопрос, я смотрю, Алдияр Байбарак, казахстанский у него флаг. Ну, вы, видать, очень молодой, наверное, и не знаете, как понять, не вышли. Ну, не было такого, во-первых, не было такой возможности. Имели право на выход только союзные республики, такие как Казахстан. Развалился, Чечня попыталась выйти, но ее просто физически задавили. Да, надо было пробовать, надо было вместе с Чечней тоже заявлять о независимости и выходить. Но, к сожалению, и тогда, возможно, уже сегодня была бы совершенно другая реальность. Если бы Татарстан, Башкортостан и Чечня, допустим, как минимум 3 большие национальные республики с большими народами мусульманскими, четко поставили бы цель свою независимость, возможно, даже если бы началась бы война, я уверен, что Россия бы не вытянула. Она Чечню-то не смогла там, да, никак, а уж Башкортостан с Татарстаном, то есть вообще было бы. Поэтому я думаю, что сегодня все могло бы быть по-другому. Но история не терпит сослагательного наклонения. Ну, не вышли, не вышли. Теперь за это мы очень сильно расплачиваемся. На этом все. Итак, мы уже 1:20. Рахмет за то, что слушали. Подписывайтесь еще раз на мой канал, ставьте лайки, распространяйте это видео. Скачивайте VPN, кто до сих пор еще не может заходить в YouTube. Смотрите, призывайте других подписываться на мой канал. На этом все. Хаубулават.